Широкомасштабная акция «Казахстан» шагает по стране. Независимо от времени года, экоактивисты помогают в очистке от мусора и снега города и села нашей страны. К работе подключаются чиновники, спортсмены, студенты и многие другие. Наши корреспонденты также подключились к благой инициативе, решив провести небольшой эксперимент с обычными прохожими. Как казахстанцы проходили тест на сознательность и желание к порядку, расскажет Мадияр Тельманов. Ежедневно в Астане снегоуборочными работами занимаются более 2000 человек. Все это непростой труд, который требует немалых усилий. Мы решили помочь работникам коммунальных служб и провести небольшой эксперимент. Насколько столичные жители готовы безвозмездно помогать, делая город чище. Локация – парк столичной филармонии. Бригада Астана Тазалык уже работала и любезно предоставила нам 2 лопаты. Уговорить прохожих получалось не сразу. Хотя бы 2 минуты на 1 минуту. Я человек известный. На это не пойду. Ладно. Меня все знают. Хорошо, ладно. В Караганде. Окей. Здесь. Ладно, благодарю. Эксперимент проводим, не могли бы нам помочь? Буквально на 1 минуту просто. Покажем, что наши жители не... Времени нет просто. Однако спустя 20 минут эксперимент обрел позитивный окрас. Для внушительности мы подходили к людям с лопатами. Помогать вызвались как молодые, так и взрослые жители Астаны. И это несмотря на то, что горожане были заняты повседневными делами. Телеканал Астана, мы социальный эксперимент проводим. Насколько жители может согласятся помочь с уборкой снега? Вы можете нам помочь с уборкой снега? Это буквально на 1-2 минуты. Конечно. Хорошо. Благодарю. Умеем работать. Да. Давайте, наверное, вот просто хотя бы по краям зачистим, закинем все. Каждый по-малому мы можем сделать много. Поэтому только рад таким инициативам. И надеюсь, что наш народ потихоньку мы придем к культуре, наверное, японцев. Каждый за себя убирает, хоть снег, хоть мусор. И наш город, наша страна будет чище. Уважать надо труд людей, дворников. Я знаю их и адский труд. Зимой и летом они, хоть жара, хоть холод, они трудятся. Вы согласились помочь, хотя вы очень торопились. Да, вот скажите, почему? Каждый день хожу, снег мешает проходить. Смотрю, как эти дворники каждый день тут убираются. Последние дни, когда особенно много снега шло. К эксперименту подключились и наши коллеги из Актобе. Накануне в областном центре выпало большое количество снега. Наши журналисты также решили помочь с очисткой города и еще привлечь к этому и прохожих. Ждать помощи пришлось недолго. Буквально через 15 минут на нашу просьбу стали откликаться неравнодушные актюбинцы. Молодой человек, здравствуйте. А вы не поможете немножко снег почистить? Хорошо. Спасибо вам огромное, спасибо. Саламатсызба, көмектесізба, Махан. Рахмет, көп рахмет. Похожий эксперимент провели и в Петропавловске. Взяв в руки инвентарь, наш корреспондент начала расчищать территорию двора. Долго ждать реакции не пришлось. Одна из жительниц дома, заметив чужака с лопатой, сначала несколько минут наблюдала за происходящим, после чего все же решила подойти. Что это вы делаете? Мы просто решили такую акцию благотворительную провести. Интересно. Жильцам не надо, вы ходите, тут снег чистите надо. Ну вот, если хотите, можете присоединиться, если вы в этом доме живете. Да. Можете присоединиться. Для ваших детей сделаем такое доброе дело. Нет, для внуков. Мужиков позвать. Ну вот, пока никто не присоединился. Жалко. Да. Ладно, сейчас лопату возьму, приду. Спустя несколько минут женщина, как и обещала, вернулась с инструментом. Спустя время появился еще один житель пятиэтажки и тоже пенсионного возраста. Перехватив у соседки лопату, мужчина ринулся в бой. А вот когда снег выпал первый раз, не было, что вот вы ходили, так же чистили с лопатой же? Нет. Вы чищали? Ну там, а здесь, где это самое, конечно. В общем, дети сами себе тропы прокапывают, да, протаптывают. Ну, в основном здесь, когда выпали снег, конечно, им даже интересно. Вперед. А маленькие, конечно, уже свои. Как показал эксперимент, жители страны готовы к таким акциям, где главный и единый приоритет для каждого – чистый Казахстан. Мадияр Тельманов, Ольга Литвина, Анастасия Дроняк, Астана Таймс.